Так, меня видно, да? Угу, хорошо. Я жду и жду. Мы сейчас продолжим. Такое разберусь. У меня тут неполадки были. Сигнал был, да? Ну, извиняюсь. Нет. Так. Я возвращаюсь к вам. Ва алейкум ассалам, алхамдулилlah, шадик дигду. Ва алейкум ассалам. У меня сейчас связь прервалась, и поэтому заново запускаю эфир. Так вот. Ва алейкум ассалам. Исам Мусаев, Анзор, как ты считаешь, могут ли ингуши и чеченцы накормить досыта землей кадыровцев? Путинская кодла. Анзор, как ты считаешь, могут ли ингуши и чеченцы накормить досыта землей кадыровцев? Но вернемся к этой теме потом. Я сейчас не хотел бы об этом так особо говорить. Алхамдулилlah, все хорошо. Вендетта, насчет виделись после первой войны. Может быть, может быть. Но я не могу тебя видеть, я не знаю, кто ты. Вот. Просто сейчас жду. У меня эфир прервался по техническим причинам. Джоник, ага, сейчас
Иса Мусаев, я обязательно вернусь к твоему вопросу. Так, Джоник, валейкум салам, брат Анзор от таджиков, братьев, но извини, брат, зашел, ставил лайк, но иду, у нас тоже идет проблема много в Таджикистане. Дай Аллах, чтобы у вас все было хорошо, брат, и у всех, у вас, у других наших братьев. Ну, спасибо, были рады тебя видеть здесь. Всем салам в Таджикистан. Иса Мусаев, Анзор, скажи свое мнение по поводу старейшины. Как ты считаешь, он правильно разложил рамс? Так. Ты можешь назвать имя, фамилию, имя? Про какого старейшину ты говоришь? Просто я сейчас не в курсе. Салман Кавказ. Так, и смотрящий, ва алейкум салам. И всем ва алейкум ассалам. Так, Салман Кавказ спрашивает. Анзор, брат, как здоровье? Алхамдулилlah, все хорошо. Здоровье матери, ну, тоже, у меня все нормально, все хорошо. Валлахи, мы аварцы, по крайней мере, всех, кого я знаю, мы болеем за тебя. Брат, я тоже болею за наших братьев, за всех наших братьев, и не люблю, когда нас вот так делят. Ну, ты понял, о чем я говорю. Все мы братья. Вендетта, ты был с одним братом, вы были на джипе с правым рулем. Это был Land Rover темно-синего цвета, дизельный, с правым рулем во время Первой войны. Кстати, эту машину подарила одна известная женщина. Она помогала чеченскому народу и приехала на этой машине и подарила эту машину начальнику штаба, то есть Аслану Масхадову. Так, Иса Мусаев, ответь мне, про какого ты старейшину говоришь? Вот мне интересно. Ва алейкум ассалам. Дигду халде, алхамдулилlah, шадик дигду Мансур. Аллах рейскует. Вендетта, вы подъезжали забирать рации, которые настроил мой родственник. Что-то я здесь не помню, или же, может, ты путаешь, потому что я именно занимался этим во время Первой российско-чеченской войны. То есть мне нужно, отец так приказал мне, чтобы я выучил компьютер, научился программированию. Он мне дал 1 неделю, представьте себе. Это я, который вообще никогда не трогал компьютер. И за 1 неделю я изучил весь этот процесс. И то есть Вендетта, это может быть я как-то запрограммировал и привез эти рации. Может, вот так это было. Так, Иса Мусаев. Мага без шпаги, бездоспеховый мага без шпаги, да? Валейкум ассалам, машу. Иса Мусаев. Я говорю о разговоре Саида Хачукаева и Курочкина, то есть Андрея, да? Иса Мусаев, да, я видел это видео. И даже как-то в Фейсбуке писал, я был недоволен. Все взяли и перевернули. Весь смысл моих слов был перевернут. А вот я просто скажу другими словами, Иса Мусаев. Знаешь, во время этой своей поездки, даже до того, как я это сказал, люди сами мне это сказали, то есть наши братья,
были недовольны, что какой-то незнакомый человек называет себя старейшиной во всей Европе и стоит над ними. То есть, я хочу сказать, что они не знали, кто он такой, откуда появился. Некоторые даже путали местонахождение его. Он там в Австрии живет. Оказывается, я тоже не знал, что он здесь живет, в Австрии. И они думали даже, что он живет в Германии. Вот. Я скажу еще, отвечая на твой вопрос, Исам Мусаев. Саид Хачукаев сказал, что вот Анзору Масхаду не стоило вести себя так, говорить так. Хотя, если он старейшина, то должен был найти контакты со мной. Это очень легко. Любой человек может найти меня в Фейсбуке или в Инстаграме, или здесь даже написать. Найти мои контакты. В первую очередь позвонить мне, поговорить со мной, спросить, что произошло, что случилось, как это было, например, да? Он же как-то обвиняет меня в чем-то, хотя я сказал как есть. Я сделал поправку. Не стоит никому пользоваться таким термином, который внедрил Кремль, российские спецслужбы. Они как говорят? Они говорят исламский терроризм, исламский фундаментализм, исламские радикалы. Я говорю, не надо так, нельзя так. Это неправильно, потому что у терроризма или у преступника, как это говорится, нет национальности. Вот. Когда нас бомбили, убивали сотнями тысяч, где был, например, Андрей Курочкин, где он был, и называл ли он тех военнослужащих, которые, то есть оккупантов, российских оккупантов, называл ли он православными там, террористами или православными радикалистами, преступниками православными? Нет. Нет. И мы этого не говорим. И не хотим этого говорить. Мы не вмешиваем религию. Люди к нам, которые пришли, убивали нас, это люди без религии. То есть какие-то существа, я не знаю, как это сказать, раз уж они убивали тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч, если они убивали, при чем тут вообще религия? У этого человека нет ничего святого, если он бросил бомбу и убил там 200-300 человек. Вот что я сказал. Поэтому Саиду Хачукаеву стоило бы найти меня, сначала поговорить со мной, а я бы сказал бы как есть. Это был очень неправильный шаг. Я не буду сейчас так удлинять это все, этот разговор. Просто ради уважения то, что у него возраст такой. Но я очень недоволен, что он позволяет своим близким людям, а их там несколько, как-то очернять героев чеченского народа, а также лидеров чеченского народа. Даже говоря, если они говорят, его там друзья, там, говорят, что вот там Запад помог чеченцам, и чеченцы выиграли войну. Да неправда.
абсолютно никак никто нам в войне не помогал, как государство, как страна. Ни Запад, ни Восток, ни Север, ни Юг, никто. Чеченцы сами воевали против такой армады, без этой какой-либо поддержки. То есть это оскорбление чеченского сопротивления и наших лидеров. Вот что я скажу. Больше трогать эту кампанию, я уже об этом много раз говорил, я не собираюсь. Все сейчас будет по-другому. Вот что я скажу, Иса Мусаев. Так, коротко, хотя это не очень-то коротко было. Но я очень недоволен. Смотрящий. Анзор, тебе в Россию можно заехать или нет? Нет. И не хочу. Нет никакого желания. Али Харь, брат, на прямой телефон трех связи, Ларсу, как это сделать, возможно ли это? У меня есть Инстаграм, у меня есть Фейсбук. В описании моих видео здесь, на этом канале, есть ссылки на Фейсбук и на Инстаграм. А также Телеграм тоже. Ну, Мансур Нохчу, вот ты пишешь, Анзор, это есть российские террористы. Я не хочу называть, оскорблять другие религии, народы, но и не хочу, чтобы нас тоже оскорбляли. Наша религия, наш народ. Славянин безродный. Уважаемый Анзор, что вы думаете о недавних маневрах чеченских силовиков без флагов РФИ? Видишь, там нужно было бы поднять российский флаг и с портретом Путина идти, потому что Путин разрешает, и Путину это выгодно, то, что происходит на границе. Это их планы, а не планы какого-то чудика. Вот. Они пытаются стравить нас, чеченцев и ингушей, именно вот вопросами земли. Да что вы делите? Да что они вообще хотят сделать? Я это вижу как провокацию. Как я всегда говорю, они стравливают нас. Надо быть осторожными с этим. Осторожно. Но я делаю кое-какой анализ. Я скоро вернусь с этим и расскажу кое о чем. Иншаллах. Иса Мусаев, опять 25. Чем объяснишь, что Хачукаев обращается к чеченскому народу с контента Курочкиных? Я это объясню тем, что, знаешь, если там есть совет старейшин, которых, то есть группу людей, старейшин, которых уважают у нас в обществе, у них должна была быть своя платформа, свое место.
и там выступать. Тот же Саид Хачукаев мог бы, к примеру, обратиться ко мне, когда делает обращение. Я знаю, о каком обращении ты говоришь. Он мог бы обратиться ко мне, чтобы я выставил его видео обращение к чеченскому народу у меня, например, или там у других активистов наших. Но нет, он пошел к Курочкиным, попросил их выставить это обращение. Ну, какая связь вообще? Какая связь? Неправильные действия, все неправильно. И, как я сказал, этого я не хочу его в чем-то как-то оскорблять. Я лишь подчеркну, что он там не прав. Ну и скажу, что люди, с которыми я общался в Австрии, абсолютно его не знают. И не знают, что он является там главой старейшин здесь, в Европе. Так, сложно будет прочитать этот ник, но брат пишет, продолжая в том же духе, мы, чеченцы из Австрии, любим тебя, уважаем и делаем за тебя дуа. Аллах резхур, савежри. Я также, коротко скажу, я ваш, я с вами, я рядом с вами и буду рядом. Совол шук, иншаллах. Аллах резхур. Амин, амин. Ахмед Арчаков, Сугалай Воба. Хосово шук, Хугалай Ула. Вайвежидук, иншаллах. Цац болнахи ладуор дацвей, ларлу дуей, вай хилладу вежри, вай вежри хираду, иншаллах. I like sport. Анзор, кто из полевых командиров в Ичкерии был против ваххабитов? Да, кто был? Дело в том, что полевых командиров не было. Мы их так не называли. Ахмед Ибрагимов, валейкум салам. Усмана Имаева ты лично знал, Анзор? Ну, как лично, чтобы с ним так разговаривать? Нет, но был рядом, вот так видел. Сейчас не помню, может, подошел, поздоровался, ну, по-любому. Вот только так. Андорино с Тумсо встречался, ну, честно, нет. Я его никогда не видел вообще, не встречался. Не успел прочитать. Модератор. Как работает. Лариса. Правильно, что удалил этот комментарий. Валейкум салам. АСД, ДАСД. Брат, ты спрашиваешь, где именно ты был в Австрии?
Я был во многих городах Австрии. Начал со столицы. Был на юге, на востоке, на западе, а также на севере Австрии. Я был во многих городах. Ахмед Ибрагимов, Имаева российские спецслужбы убили ведь? Да, это было, да, российские спецслужбы. Раст Бельгии. Брат, я не знаю насчет Бельгии. Я не знаю. Ахмед Арчаков, Allah reis hırsıvır. Зорино. Хумхазам Оли, а? Нет, я его не видел. Не видел. И был уверен, что не увижу. Говорил как мог, призывал как мог. Потом они там начали трубить, используя Саида Хачукаева, который якобы глава старейшина наш использовал Курочкина. Якобы Анзор начал угрожать. Да нет, я никому не угрожал. И не угрожаю. Так что Анзорино. Иса Мусаев. Масхадов говорил, там, где есть жестокость, там заканчивается религия. Народ, и нет воинов, и нет героев. Раскрой эту его, несомненно, сильную фразу. Ну, как я его знал, вы тоже также знали его. Он уважал человеческую жизнь. Он всегда был против таких методов, чтобы делать то, что делают российские оккупанты, например. То есть он всегда говорил, мы не имеем права пересекать вот эту границу и не можем быть подобными этим оккупантам. То есть не проявлял эту жестокость. Не проявлял. Даже когда он выдавал военнопленных своим родителям, которые приходили к нам, к врагу. И даже чуть ли не упрашивал российских генералов, чтобы они собрали своих военнослужащих с улиц Грозного и нормально похоронили их человеческим образом. Нет, эти российские генералы, оставляли их на улицах Грозного. Их кушали собаки и кошки. Кавказ, давака, кривица, кучва. Это не тот объект, о котором мы должны даже упоминать. Засланец, Олчин, я там специально букву изменил. Ахмед Арчаков, Анзор, что скажешь о Гилаеве? Гилаеве, да? Гилаев герой чеченского народа. Молодец, Володя. ASD, DAST, Anzor, das ist gut. Ja, das ist gut.
Александр Болотов. Анзор, доброго вечера. Подскажите, что стало с Удуговым? Он жив? Если я не ошибаюсь, вы и раньше задавали этот вопрос. И я раньше говорил эти же слова, которые я сейчас скажу. Я не знаю, где Удугов. Я не знаю, жив он или не жив. Я не знаю, чем он занимается. Но я знаю, что сайт, который он создал, Кавказ-центр, все еще работает. Вот что я знаю. Мага без шпаги. Анзор 26 ноября 1994 года смотрел с крыши 9-этажного дома бой, который был в Грозном, да. Да, Миндалдек Алмасу Барыш. Кстати, у нас же прервался эфир, и тема эфира у меня была сегодняшняя дата. Это 26 ноября, когда российские войска вошли в город Грозный, в столицу Чеченской Республики Ичкерия, и понесла свое первое поражение в чеченской столице. Вот. И я еще раз повторюсь, я повторяюсь, потому что у нас эфир прервался. Думаю, он сохранился, первая часть, но надеюсь. Так вот, многие ошибочно называют ту группу людей, которая работала на российские спецслужбы чеченской оппозицией. То есть многие называют их чеченской оппозицией. Нет, правильное название это банформирование. Еще правильное название мы их можем называть российскими войсками, российскими солдатами. Потому что это группа людей, которая также участвовала в штурме города Грозного 26 ноября 1994 года, получила вооружение от российских генералов, от российских спецслужб. Вот. И получила это оружие от автоматов до танков и вертолетов. И имели зарплату от российских спецслужб получали. Всю эту операцию планировали Севастьянов и Степашин, то есть которые возглавляли ФСК в то время. А также Генштаб России. И, как я говорил ранее, в этот день было сожжено, буквально вся техника была уничтожена, это где-то плюс-минус 60 единиц, это танки, БТРы, БМП. Некоторая часть попала к нам в руки в качестве трофеев. Были также военнопленные, более 100 человек. Это российские военнослужащие, солдаты и офицеры таких элитных дивизий, как Кантемировская и Таманская танковые дивизии. То есть они штурмовали город Грозный. И это можно назвать датой начала Первой российско-чеченской войны. То есть вся эта кровь была пролита по приказу президента Российской Федерации Бориса Ельцина. И наши герои, там не только чеченцы были, ингуши были и другие. Даже, я помню, были русские ребята, жители города Грозного, жители нашей республики. Они тоже были в наших воинских частях, ударно-штурмовая бригада, первый военный городок,
Туринский танковый полк оттуда были. То есть даже русские воевали против российских оккупантов этих. Вот. И как сейчас. Абу Садам Шишани. Тумсо, не знаю, но тут вопрос задают тоже по этому бою. Я слышал, что бой в Грозном 26 ноября 1994 года в одиночку выиграл Ханбиев. Инфосотка стопроцентная. Нет, ему помогал тот его друг, шеф Чудик. Турболаз. Они там отразили атаку. Сожгли 60 танков. Кадыров летал на вертолете, сжимал эти танки. Вот. Получилось так. А все остальные фырли и разбежались. Вот так вот сегодняшняя дата, 26 ноября. Что я мог бы добавить, это день рождения нашей армии, то есть армии Чеченской Республики Ичкерия. Наши герои дали им жару в этот день. И мир был просто в шоке, просто из-за того, что за такой короткий срок было уничтожено столько бронетехники. И что самое позорное, это было, когда эти военнопленные, которые мы взяли живыми, обращались на телекамеры своим генералам, вот, называли свои воинские части, номера воинских частей, которым они принадлежали. И как Россия, и руководство России, и генералы России отказались от них. То есть сказали, что это не их военнослужащие. Так что вот так. Тема сейчас про Ханбиева началась. Кстати, за военнопленными ухаживал тоже Ханбиев, Абу Садам Шишани. Все возможно. Если сейчас у них спросить, то они там уничтожили, наверное, колонну возле села Ерышмарды тоже. Если у них это спросить. Мага без шпаги. Анзор, что скажешь про бой в Аргуне и в микрорайоне против Лобазанова? Ну, давай так скажем. Бой в Аргуне. Там возле моста, недалеко от моста, стояли бойцы батальона Шамиля Басаева. И этой ночью, я помню, там находился как раз и командовал лично начальник штаба Шамиля Басаева Али Адаев. Все его знали как Ламбада, наш герой. Так вот, я помню, мы ночью дома, находимся дома, у нас дома была радиостанция, и я слышу уже под утро Ламбада вызывает центр, президентский дворец, ЦКП, Центральный командный пункт, и передает информацию, что
начался бой, и он такими словами говорит: я иду, сейчас помню, я иду на таран, то есть я буду их штурмовать. И они штурмовали эти позиции этого бандита Лавазанова. Оттуда он сбежал в Толстою, примкнул к Хасбулатову. Вот. Также их прогнали из микрорайона, штурмовали дом, в котором находился отряд Лобазанова, а сам Лобазанов убежал еще до боя, выжил. Вот только после этого он переехал в Аргун. Мелхиборс, ты про 400 единиц бронетехники, это не про 26 ноября. То есть Джахар Дудаев, наш первый президент, Азат Кобалдаксин, он говорил про штурмы в новогоднюю ночь, про второй штурм, про третий штурм. Вот про эти события. Ахмед Арчаков, Анзор, что скажешь про Аушева, Руслана Аушева, бывшего президента Республики Ингушетия? Я знаю его как патриота ингушского народа, истинным сыном своего народа. И у наших лидеров всегда были очень хорошие, теплые отношения с Русланом Аушем. Мелхи Борсан, Бях Беумдас. Аферист Шулер, Анзор ГУЛАГу нет. Смотришь канал? Да, я видел. Из Якутии пишут. Привет, привет. Добро пожаловать. Парабеллум, Анзор, кем был именно Алханов? Странная у него биография, на мой взгляд. Алханов который? Алу Алханов? Сейчас, секунду. Иса Мусаев. А то там несколько Алхановых. Иса Мусаев, Анзор, почему Масхадов отдалил Исханова от себя? Я, когда был в Вене, все-таки, я скажу так, было бы хорошо, если бы Исханов связался со мной в тот день, когда я находился в столице Австрии, в Вене. Это было бы правильно, это было по-чеченски. Было бы. А почему Масхадов отдалил Исханова? На то были причины. На то были причины. Человек был пойман 2 раза российскими войсками. Он, насколько я помню, 2 сидел в тюрьме. Те люди, которые были с ним, были жестоко избиты. Потом они погибли, умерли. И Исханов, они его отпустили. 1 раз, кажется, обменяли. Именно Масхадов.
И находился в такой матросской тишине или Лубянка, я сейчас, ну какая разница, да? Это такие тюрьмы, ну я объяснять сейчас и говорить про это не буду. Ну, Масхадов отдалил его от себя. Да, действительно так. Потому что и время было такое, там рисковать нельзя, рисковать нельзя было. Даже вот такие факты, что 2 человека, 2 поймали, я говорю про Мумади Сайдаева, и Исханова поймали, одного там избили жестоко, а другого не тронули. Даже, может, такой факт насторожил. И с тех пор Масхадов действительно Исханова не подпускал к себе. Исмаил Ацаев, я читаю то, что ты написал. Я не хочу про него говорить. Не хочу его обсуждать. Исмаил Ацаев, ну, тебе говорю, прочитав твои комментарии. Они даже недостойны, чтобы о них говорили. Вот. Те люди, которые вот в таком тоне высказываются про сопротивление, про наших героев, наших лидеров, в таком оскорбительном тоне. Поэтому я больше про этих чудиков и мерзавцев и засланцев говорить не хочу. Пускай остаются на своем уровне. Ва алейкум ассалам. Как погиб Масхадов, милорд пишет. Его убили российские спецслужбы. Ни один из чеченцев, никто не принимал в этом убийстве или операции участие. То есть, как это произошло, конкретно как это произошло, все детали, ну, будут известны потом. Да, я анализировал, у меня есть вот такой толстый материал. Но сейчас я говорю некоторые вещи из этого материала, да, что его тело попало 5 пуль под разными углами, 2 калибров и с разных сторон. И есть разговоры, что якобы его предали. Это тоже неправда. Килоев Валид, Анзор Гилаев, Руслан Волзарихован. Недавно умер, он был охранником твоего отца. Да, Теркисти роли, из Натеречного района. Да, конечно, знал. Аллах дейкал Уэли, Аллах Ячтвали, Руслан Дейрвар, Диквашавар, Дигнаваставар. Был ранен однажды. Вот, и с этим ранением до конца своей жизни мучился с этим ранением. Тяжело ранен. Молодец, Оля.
Так. Анзор Рено. Сейчас, секунду. Исханов против излишнего радикализма среди чеченцев. Я скажу тебе, брат, я со многими встречался, много людей встретил, наших братьев, и даже тех людей, которых обвиняют в радикализме, вот эти люди. Но я никакого радикализма в них не увидел и не встретил. И почему вот эти, которые вы тут, имена, которые вы здесь называете, эти мерзавцы, смеют давать какие-то ярлыки, вешать на них какие-то ярлыки, обвинять их в чем-то. Я имею в виду про тех людей, которые воевали против российских оккупантов и выжили, и выехали оттуда по разным причинам. И вот эти вами называемые фамилии пытаются еще что-то им сказать, что-то в чем-то обвинить этих людей. Радикализм. Да говори про радикализм этого Кадырова, холопа Путина. Вот тема хорошая. Давай показывай, говори про него, как он угнетает народ, как он унижает народ, вот, как он пытал, какими методами пытал людей самолично даже. Вот. Про это надо говорить. Не только про, Путин. Про Путина тоже надо говорить. Про Шаманова надо говорить. Про других этих бандитов надо говорить, преступников. Но про этих холопов тоже надо говорить. Это тоже сегодняшняя проблема, которую мы не можем игнорировать. А уж эти зациклились на том, чтобы делить здесь наше общество, чеченское общество. Да люди не позволят этого. Это не только, я говорю сейчас мнение этих людей, с которыми я встретился. Я не только свое мнение сейчас выражаю. Я говорю за этих людей, с кем я общался за все это время. Я послушал этих людей и вот уверенно вот так говорю. Мерзавчик. Так, Абу Садам Шишани. Анзор, я изучал эти документы из решения ЕСПЧ по убийству Аслана. Калибр там вроде один. Ты про эти документы говоришь. Я скажу про экспертизу, которая была сделана в Ростове, в морге. Там даже есть фотографии, как эти пули вышли. В тех документах, сейчас я вспомнить не могу, из решения ЕСПЧ нет, там же этого нету. Именно в экспертизе это есть. Да, мы все боимся. Дрожим, боимся. Так, валейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Ингушетия, Омарфуал. Так. Рапсовые США союзники Ичкерии или враги?
Я думаю, ты сам должен это знать. У США свои интересы. Ну, врагами я назову лишь Россию. Именно враг, вот раз уж он враг, он убивает нас, да, угнетает нас. То есть Россия наш враг. Россия сегодня. Ну, в нашей ситуации. Там кто-то обвиняет, вот там Америка виновата в том, что нас убивают. Как будто это Америка начала войну против чеченцев. Ну, это в России так любят говорить. Нет, Россия начала эту войну. И Россия убивала наш народ. Ну и не союзники тоже. Мы просто шагали про другое. Ага, без шпаги. Надо Хасана сюда. Позови Хасана сюда. Как раз на одной теме мы. Вот об этом я и говорю. Ингушетия. Анзор виноват убийца и тот, кто отправил убийцу. Вот именно. Кто заказал, кто приказал, кто отправил, кто финансировал, кто поставлял оружие. Вот. Исам Мусаев, да, действительно, Масхадов говорил, что когда Запад придет на Кавказ, на Северный Кавказ, тогда мы будем с ними говорить. Да, у нас есть что сказать. И сегодня у нас есть что сказать Западу или там какой-либо державе. И мы даже вот готовы к этому разговору. И мы знаем, как с ними говорить, если они придут на Северный Кавказ. Мы даже, как говорили наши лидеры, мы готовы разговаривать на любом тоне с нашим врагом. Нас научили разговаривать, научили своим отношениям. Адамов, валейкум салам, брат. Анзор, у меня два вопроса. Анзор, как решить проблемы в Нохчи-Чуя? Что нужно сделать, чтобы Нохчи жили свободно и счастливо? Ну, то есть, это одинаковые вопросы. Много чего надо сделать. Много чего надо сделать. Ну, я просто не хотел бы вот такие вопросы затрагивать, говорить в прямом эфире, учитывая то, что не только наши братья и сестры, наши друзья слушают, но во время своих встреч мы обсуждаем этот вопрос. Я считаю и уверен, что никто не должен оставаться на стороне. Мы все, не только вот эти личности, которые сейчас разговаривают на публику, не только они должны как-то что-то пытаться делать, да, информировать общество.
заниматься вот этими вопросами, но и другие остальные наши братья и сестры тоже должны принимать участие в этом. Если мы все вместе что-то будем делать, то мы добьемся этого, добьемся. А это не призыв к каким-то действиям. Я не призываю никого к войне или там, к революциям. Нет. Сейчас мы будем все делать по-другому. Иншаллах. И дай Аллах, чтобы больше наш народ и наши народы не увидели больше этих войн. Хватит крови. То есть, коротко говоря, Адамов, мы должны делать то, что нам говорит Аллах. С чистым намерением, быть в единстве, работать. Ахмад Зангиев, валикум салам. Муху, хумаду, алхамдулилlah, шадик дигду. Могш дигда что, алхамдулилlah, шуде, что могш ай. Ахмад, вот ты спрашиваешь, расскажи, как поживает Деги. Почему он не устраивает видеоэфиры? Ну, давай я на первый вопрос твой отвечу, а на второй вопрос это уже его личное. В чем причина? Так вот, я виделся с Деги, с Аулуром, старшим его братом, а также с их матерью Аллой. Вот, был у них дома, и моя поездка началась оттуда. Мы вместе посидели, поговорили о многом. Конечно, хотелось бы еще больше, но время меня тоже поджимало, я спешил, и поэтому мне пришлось ехать. Вот. Все хорошо, алхамдулилlah. В Деге все нормально. Так что у меня большое, вот, просто слов даже не хватит сказать, описать такое огромное уважение к этой семье. Я люблю эту семью, и как я им тогда сказал, они для меня как родные. Мелхи Борс, Анзор, валлахи, я всегда рассказываю новости, слушаю тебя, отец спрашивает про тебя. Он спрашивает постоянно, все говорят и все хотят поменять это положение. Передавая салам Ашу своим родным, Мелхи Борс, Аллах рейсвил. И когда мы начнем вместе что-то делать, вот тогда все изменится вместе. Мы должны выйти из этого кризиса, в который нас загнали. Ахик дизвы масера. Юствуэл ашвега сун алу куду юствуэл ашвега тум и аиша яц. Юствуэл аиша яц. Шиек дахуэттен нахангойч хум дацала қайлаха та умлилдамигерлу. На вастал қидул аво дуқуаун шуқ. До'дина қайек дизве.
Исам Мусаев Масхадов дважды был в США, был в Англии. О чем была речь? Ну, я, Исам Мусаев, так отвечу на твой вопрос. Я был рядом с отцом, рядом с президентом, потому что я был его секретарем. Во время этих поездок отец провел, президент провел много встреч с разными людьми. В Соединенных Штатах, в Англии, где мы только не побывали, в Польше, Турции, арабские страны и так далее. Татарстан, Россия. Вот. И он искал поддержку извне, но из-за провокаций российских спецслужб эти страны боялись поддержать нас. Вот именно для этого они и совершали эти провокации, эти российские спецслужбы. Вот. То есть я коротко скажу, искал поддержку, советы. Потому что мы вот-вот пытались встать на ноги, построить свое государство, молодое государство. Но нам не дали этого сделать. Навязав эту новую войну. Давай атмосфера bo'ladi. Салам маршал из Украины. Виктор Журавлев. От меня тоже салам маршал. Очень приятно. Мелхи Борс. Валахи Анзуркич. Домовый. Валахи Дук. Хасхит Кахик Дизой Масара. Валахи. Я сейчас на чеченском это скажу. Асмааларов юстхвела айшяц цания. Сенел чахар ваймассир балгу тавана вайнтиа дэшдега вайнтиа бешдега туамбу. Тиа итчо дальч, ташо дальч. Яки хан ялч. Тиа дохку доула мегве. Дела оцхайна. Ардин далар, вождин далар бошнас. Ишт Юэльш цагали таца кахяга астабо чухах лельца темш биеца босам сайбаха ищац. Яйбах смула ацале. Тях техуш беш так цан дюч церк хоуш нис до церк вайцана чуцахуахкич. ويخت راديكال شلوتsa باخيتا قدول هما دنيا بوليتيكا هوق دنيا شو يول بوليتيكا تا قيقي هوق بيور بوليتيك شو تا وين دوحة ليا لقر مسنا لا هوقان نوختي سايويت و فرنسا يا Германия تأخيرش ما سو журналистам لاق вот чечен навазу ما сумна вардал дизга митча дала когда долхумш хочу дица цела арсум надо геч Али Хари
Опять на чеченском скажу. Чего без боа. Вы хал, вы тандул халдуй, танда смалари кризис, вы инсок. Вы нюхаюл кризис. Вы инс лахдел чудо на тер ит эзервичи. Аспе шбала аспе. Хал хейслу дац. Я на чудик тёх квертхум тё вавилчи такка хейслу дац. Милорд, Анзор, в чем причина, что разрушилась Ичкерия? Вроде мы выиграли войну. Она не разрушилась и не разрушится, иншаллах. Анзорино, исламский радикал, Шдубо Хардуч. Стен Эрдва инсунсаха. Вейм дас радикалш. Сохалмек асам нагайшт ол соокуга джо радикал. Чурасин бахал. Цардинок дихтслух дац. В этом плане босс. Алихаль, лидером, нам нужен лидер, пишет. Нам нужно делать то, что Аллах нам говорит. Я опять про единство. И сам Мусаев, Анзор в поиске Барта, то есть единства. Анзор в поиске единства, чеченцы Европы упустили много драгоценного времени. Может, это ложная цель. Но знаешь, Иса Мусаев, из-за каких-то личностей мы действительно упустили драгоценное время. И это ложная цель была. Люди, с которыми я общался, у них есть единство, у них одно мнение, но из-за каких-то личностей мы друг друга делим. Я думаю, что того, кого надо, который не хочет этого единства, просто надо проигнорировать. Как я раньше говорил, посадить аккуратно в лодку. Спасибо тебе, дорогой, на тебе вот медальку и плыви дальше. Хочешь по течению, хочешь против течения. И дадес. Квардинар хала. Адам Хасанов. Валейкум салам. Хоц Закаев Ахмадын духал валар хубаханду. Со духал вел мет кейта. Валейкум салам. Соцхан духал вел мет кейта. Соцхан духал савела. Хороший вопрос. X Ламов. Анзор, что посоветуешь тем, кто в Чечне, тем, кто в оккупированной Чеченской республике Ичкерия? Это наши братья и сестры. Мы единый, один народ. Каждый чеченец – это частица этого народа, где бы они ни находились.
Наверное, посоветую терпения. Да, здесь легче в других странах, где чеченцы проживают, которые выехали. Да, действительно, им легче. Они могут высказаться. Вот встать здесь, выйти на улицу и там что-то, свое недовольство высказать может человек. Такого там нету. Иншаллах, все будет хорошо. Придет тот день, когда наши братья, сестры, наш народ сможет спокойно вздохнуть, как раньше. Вот. Все изменится, иншаллах. Аллах собор вална масана. Виктор Журавлев, у вас в языке есть прекрасное слово «бард». Вот и все, что я могу пожелать всем, независимо от того, в Европе ли вы или в оккупированной Чечении. Спасибо. Очень приятно. Это самое необходимое сегодня. То есть, как мы, мусульмане, говорим, только тогда, когда у тебя есть терпение, когда в твоих рядах есть единство, вот тогда Всевышний дает нам победу. Я говорю не только в войне или там боевых действиях, нет. Вообще в жизни тоже. Василий Долгтарев, а я даже на часы не посмотрел. Время так быстро летит. Андор, сегодня на рекорд идешь. Уже 3,5 часа эфира. Так. Если бы мне сейчас кто-нибудь кофе принес бы, я бы еще 3,5 посидел бы. Некому сказать. Ну что, пойдем? Да, вот именно, Иса Мусаев. Я давно как бы с компьютера не выходил на связь, а то мне приходилось вот так с телефоном ходить. Вот, а сейчас нашел компьютер, вот, вышел на связь. Reinhard Steinhammer. How many languages do you speak? Let's say I can speak Norwegian very well. I can speak English, a bit French. I can understand German language, Russian and Chechen language. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Два эфира. Первый поломали, это как бонус, но мы же не сдаемся и не сдадимся. Ладно, Иса Мусаев тоже уговорил. Давай еще немного. Вот был бы кто мне кофе принес. Или чай, без разницы. А то сразу после встречи забежал, аппаратуру поставил, подключил. Come on, I'm not polyglot. No, I'm not. Yeah, one more language.
I learned Lithuanian language when I was in Lithuania, in Vilnius. That was a long time ago. I'm not sure, maybe 20 years ago. Чей готовлю? Сейчас новый рекорд устроим. Так, Джахар Дудаев, Алла Рейсхуил. Тут брат пришел, услышал мои молитвы, просьбы. Джахар Дудаев, Алла Рейсхуил, наверное, дикая Аша, алхамдулилlah. Андрю Филлипс, Женя вообще не говорит. Валлахи, Андрю, когда он говорит, я много чего не понимаю. Так, гавканье. Сейчас, я секунду, я тут разбираюсь. Идем на рекорд. Даешь рекорд. На горы деньги нету. Виктор Журавлев, ты пишешь, Анзор, скажи Инну Курочкину используют, я закаиваться, харцуются. Знаешь, я вот эти названия, закаивцы, там, харцуются, дудаевцы, масхадовцы и так далее, я это не люблю. А далее, я скажу вот про Курочкиных, я знаю Инну, я знаю Андрея, и ничего против, может быть, не сказал бы. Я был бы рад, если бы они вели бы такую работу, например, говорили только о преступлениях, только о геноциде, только о жертвах войны, о разрушении. Вот. Если бы работа была направлена в этом направлении, то я могу стать рядом, я могу стать помощником, дать любые материалы. Но когда получаются вот такие сомнительные, на мой взгляд, даже на взгляд, как думают, видят наши братья, я слышал их мнение, то я могу сказать, нет, уважаемые, вы сейчас идете в таком-то странном направлении. И если Курочкин Андрей говорит, что мне очень не понравилось его высказывание, что когда он говорил о каких-то угрозах, якобы там он говорил, что прозвучали угрозы, пишут из Норвегии, но как может знать Андрей, кто ему пишет и откуда пишут, если человек, который пишет в комментариях, там не видна страна или IP-адрес, то есть он получается, что он имел в виду меня. Я никому, даже вот своим врагам, никогда вот, находясь здесь в эфире, не угрожал. И почему вот так все перевернуто, как я говорил раньше, почему так переворачивают, здесь я удивляюсь. Если, да я доступен, чем легче, чем и проще, чем другие. Со мной легко связаться, со мной легко встретиться, например. Можно спросить напрямую, вот, как не сделал, кстати, Саид Хачукаев. Вот. Тут мне кое-что передали. Секунду. Вот так.
Такие братья у меня. Кофе принесли. Но я его пить не буду. В прямом эфире. Виктор Журавлев. Прошу прощения, лезть в ваши внутренние дела не хочу, но у меня в друзьях есть Гарри Табах. И там с ним видео выходило, чуть ли не охота на Аслана идет. Я несколько видео посмотрел и не понял, я сам не понял. И мои знакомые, люди, с которыми я общался, и которых я раньше не знал, они тоже удивленные, спрашивают, ладно тебе, но ему-то что грозит? За что, почему? Какие преследования? Почему это выдумывают все? Почему это пропихивают все? Вот что я слышал. Жахар Дудаев, Аллах рейс хыл. Аллах рейс хыл. Массуна нужно. Жахар Дудаев, приятного тебе, Ансор. Я сейчас не хочу пить кофе, потом. Аноним 57, Аллах рейс хыл. Дымок такое. Да, вы тоже себе заварите, там, Василий Долгтарев. Пожалуй, тоже заварил. Кофе – это сила. Исмаил Ацаев тоже за кофе пошел. Алларо, may Allah the Almighty protect you and bless you. Амин, амин. Allah рисует. Thank you, my brother. Первый раз попьешь, неделю спать не будешь. Настоящий эспрессо. Ингушетия. Анзор, единственное, что я нашел в интернете, товарища из Гамбурга, это то, что его избили в Москве. Ну, избить могут по разным причинам. Просто подойти, тебя ударить, или просто подойти, тебя избить. Ну, за что? Или просто так, или за что-то. Я не знаю. Я никогда не слышал про это. Прогресс, Анзор, что изменится в жизни чеченцев, когда получим эту независимость и полноту действий. А то зачастили такие разговоры, что лучше, чем сейчас, чеченцам не будет. Твое мнение. Сейчас наши земли, наш народ находится в состоянии оккупации. Вот. И как мы можем говорить о хорошем, если наш народ угнетают, то есть держат под давлением, убивают наши корни? Вы это прекрасно видите, каким образом. Вот. Нету никакой свободы, нет даже своего мнения, то как можно говорить об этом? Что, мол, лучше, чем сейчас, и чеченцам не будет. Будет. Было бы хорошо, если бы эти две войны не начинали, то все было бы прекрасно. Мы никогда не услышали бы о 300 тысяч убитых чеченцев, 42 тысячи из которых дети. Люди не услышали бы про там Нордост, Беслан, Буденновск и так далее и тому подобное. И я даже скажу, что не было бы жертв с российской стороны, вот эти десятки тысяч российских оккупантов, российских военнослужащих. Вот.
они тоже были бы живы. То есть по вине Ельцина и Путина мы прошли вот через этот ад. Так что да, еще вот, скажу, добавлю, что изменится в жизни чеченцев, когда получим эту независимость и полноту действия. Мы будем чеченцами, мы будем свободными и будем жить так, как мы этого хотим, а не так, как хотят это в Кремле или какие-то отдельные личности. Парабеллум, Ларису. Джохар Дудаев, Анзор, когда пойдет процесс деоккупации Ичкерии, паспорта будут первичного формата, как у тебя, то есть серого цвета, да? Ты про эти паспорта, наверное, да? Ну, если честно, мне эти паспорта нравятся. Вот. Первый как бы формат, первичные. Кавказ. Не надо меня как-то подкалывать, пишет мне. Анзор, ты же сказал, что больше об этих, о них не будешь говорить. Ну, мне это надо было сказать. Надо было. Тут еще где ты, Иса Мусаев? Вот ты где. Анзор Иса Мусаев пишет. Анзор, а чего он, то есть Курочкин, боится? Ведь у него друг есть, который должен был вступить с тобой в диалог, не передавая это Саиду. Я давал шанс встретиться со мной. Был в столице Германии и даже открыто говорил, и в такой нормальной такой форме сказал. Но даже после этого встреч никаких не было, никакого, ничего не было. Я знал, что так и будет. Было бы правильно, да, напрямую это все делать. Надо было Андрею со мной связаться, а не говорить, что там кто-то кому-то угрожает. Да нет, это же неправда. Неправда. Я наоборот буду помогать Андрею, Курочкиным, если они будут идти по той линии, которую я говорю. Имеется в виду говорить только о преступлениях, а не внедрением какой-то сомнительной. Вот тогда я помощник. А так, нет, я в эти игры играть не хочу. Мы в свое время да, Руслан Русланович, я сам русский, родился в Грозном, давно уже там не живу.
Сейчас, секунду. Да. Так, sorry. Валейкум ассалам. Ахмад Казаев. Да, брат, я могу обсудить любую тему. Вот, вы спрашиваете, а вы планируете проводить диспут или совместный стрим с кем-либо? Я открыт. То Болот. Ахмед Закаев ответил вам. Ну, ты, наверное, про мое короткое обращение, скажем так, недовольство, да, по этим засланцам. Да, я сказал, было бы хорошо, если бы по этим засланцам открыто, как следует, выступили бы Ахмед Закаев и, как его имя, Хусейн Исханов. Было бы хорошо и было бы правильно. Нет, я не видел. Сейчас я на чеченском скажу. Мы сегодня устанавливаем новый рекорд. Получим, С-Парк пишет, получим независимость. Подожди, Кавказ. Получим независимость, получим хаос, сомильвари, арсавари, да, исан, нют, да, сюда. Будем говорить как есть. Знаешь, что я скажу? С-Парк, ночью мотал, я шумаюсь. Отсхумна лырдал есть по инсейдуин. Карьянвай независимость, цадехкан шаберша. Тайта, выйдуй, лат, все, Путин, лат, кабеш, бац. И сук цехалита, вейн чурат сацхум штадех дизуй. Хой и хум штадех резуй, сом рез. Белау. И хум дар инцгасхша, вейн юқисан хум штариш, вейдюаш. И Басаевич, буй ош Яндарбиевич, буй ош Масхадович, буй ош Вахабич, буй ош Ишт, буй Вишт, буй Боша, буй Деацер. Авейна их кварцатюханг. Это хумня лырдал. Тана и цахум хитцер, чевой цадех, чевой шадеш цадех, че. От хумнах лырдал диспе. Ярхису. Тан дюн. От хуман кичал диспе, кичдал диспе. نون ثلاث على قيست وثلاث ون ديو ده ثلاث مخي ولا دعتت ثلاث صون ماكس ماستر مانو انظر هو أفستري بإنجنير صون مخي تهون أفستريا سو دقا خلو أفستريا مثلا يقم سوالس وخامتو عريات شوخ ديكري ترق ويبجري جينا تسالس قمع ديش عينا تان خيتك تارس حدويتش إخزنا دوقما خيتر
دقينا عدوين إيش تصار ولا تصير ويست شو ويست خلوق شو ورصة إن شاء الله. Так, Иса Мусаев. Анзор, сейчас у нас капитал на родине. Разрыв между людьми достиг катастрофических размеров. В смысле денег и доходов. Что ты думаешь об этом? Денег и доходов. Ну, если ты говоришь вот о равенстве среди нас, как это было раньше, например. Вот все равны, да. А сейчас все по-другому. Ну, как это я понимаю сейчас твой вопрос. Сейчас это по-другому. Есть люди, которые пытаются выжить, а с другой стороны есть те, которые используют этих людей, ну, грубо говоря, вот так, зарабатывают на этих людях. И все зациклились в эти деньги. Деньги, дворцы, дорогие вещи и так далее и тому подобное. Опять на чеченском скажу. Алейкум салам, имя, фамилия. Анзор Мапуна Сагваршуда Аслана. Я снова и снова смотрю, на русском тоже, смотрю эти архивные материалы. Он был выдающимся созданием Аллаха, Далдепа, Вольда, и что смаш он непа, дамел кайванаш. Амин, я Аллах. Массо будешь, Аллах декла. Эсцабэш шунмахар сачур адамдари тадавари суна шат хатер бара вай бежри вай куанхи шат санова чак бойла бу вот мост das Туамбеша, das бел шей делуштек дадина основа они из чак больбыш. Allah vazat qobul dulce masira. Тут про шариат спрашивали. Будет ли выбор, кроме шариата? Если ты мусульманин, ты должен уважать шариат. Шариат по-разному воспринимают в мире. Как у нас должно быть, это уже надо спросить у народа. Но я знаю, у нас после деоккупации, когда народ вернется домой на свои земли,
Все будет так, что мы должны будем учитывать, кто мы есть. Да, мы мусульмане, да, мы чеченцы, да, у нас на территории нашей республики проживают и другие национальности, не только мусульмане. Мы должны будем учитывать мнение всех. Борис чеченский, ну, лайсмаир кайцад, валикам салам, кайцайхум дийца мацаларсо. Адам Адамов, Анзор, ты веришь, что Рамзан, Кадыров может просить прощения и искренне покаялся за все плохое, что он сделал? Веришь ли ты, что такое может произойти? Простил бы ты его? Знаешь, что один сказал? Вот буквально недавно. Пару дней тому назад. Один мне так говорит: я не хочу, чтобы Кадыров успел попросить прощения за все, что они сделали, за все эти унижения, публичные унижения, как они истребляют наше самое дорогое, которое хранили наши прадеды, наши предки, наши корни. Он их уничтожает сегодня. Имя, фамилия, то, что, я извиняюсь, то, что Анзор, что тебе известно о гибели Басаева, это была спецоперация ФСБ или все-таки неосторожное обращение с оружием, и в результате чего произошел взрыв? Да, Россия говорит, что их спецслужбы провели спецоперацию. Там же можно и предположить такую версию, что это оружие, эти боеприпасы сдетонировали, и эта машина взорвалась. Вот. Но я всегда вот так, не верю я российским спецслужбам и в разные их версии, потому что они правду никогда не говорят. Не говорят. А так, факт остается фактом. Действительно, Басаев погиб. Его нет живых. Лады Павлове за массовую схватку. Борис чеченский. Сокета мубо. Саму дуется лишётся хумш. Асисянбу. Сабагаху исамбу цигабеш хургас килей.
إنسان لو تصدق أصدقهم تصوّش عشوسه تصوّش كشوا ريزوش عشا واس إشتا سنديرة إذا دو صباحان سؤال غلاش ناخذوش قيش هم بيش وصل ديك ناخذوش قيتا دقا ولا سين خيتك ألا وات إشت أتوهلا شامل نوخشي مشهور أروينجو شادك ديك دو شامل سمجتيا ما شاء الله تيجا وعيرا واتر سوون شي داقة شيش توش قيش تاц بيلش بيشوس Сейчас, Иса Мусаев, Анзор, последний вопрос. Назови несколько имен чеченцев, чья деятельность была позитивна в Европе в области правозащиты и журналистики. Хороший вопрос. Сейчас, секунду. Разберемся с твоим вопросом. Так вот, назови несколько имен чеченцев, чья деятельность была позитивна в Европе в области правозащиты и журналистики. Но если я сейчас назову одно и не назову другое, то и другие обидятся. Мы на эту тему говорили. Ну, все как-то стараются что-то делать. И правозащитники, и журналисты. Но все это происходит так, что какого-то, как тебе сказать, Иса Мусаев, где-то можно советоваться, где-то можно послушать критику. Вот. Или совмещать вот, действия, работу, или там проекты, работать вместе. Вот тогда это было бы более полезно. А так, конечно, есть люди, очень много людей, не только в Европе, из чеченцев, которые правозащитники, журналисты, которые действительно провели работу. Вот. Ну, насчет Исмаил Ацаев, насчет откуда взялось слово Ичкерия, ну, историки лучше скажут, но кто-то это так переводит, другой по-другому переводит. Это место, это слово, этим словом называли место, горное место, местность. Это Веденский район, Нажаюртовский район. Вот. Так, ну, пойдем что ли? Я не знаю, какой у нас рекорд сегодня. Ахмат не сила, ну да, ты прав, я просто не хочу сейчас, может я где-то кого-то забуду, да, имя, поэтому я не стал перечислять. Ну, наши братья из Вайфонда, да, я знаком с ними, вижу их работу. Наталья Стемирова, Галдея Халёйли.
ну и другие. Ладно, тогда завершим. У нас сегодня эфир прерывался, поэтому я как бонусом дал дополнительное время. И мы сегодня поставили рекорд, как меня тут попросили. Да, говорят, что это не чеченское слово. Разные люди по-разному и говорят. Сейчас, секунду. Ахмад Казаев. Анзор, скажите, пожалуйста, когда вы вернете Чечню, иншаллах, то что вы думаете про соседей, таких как Ингушетия, Дагестан, Кабарда и так далее, если они захотят сделать единый Кавказ? Как вы на это смотрите? Мы приветствуем это, мы много говорим об этом. Я вот в своих видео, в эфирах тоже подчеркиваю, было бы хорошо, если бы Кавказ был единым. То есть это была бы наша гарантия, безопасность. Вот. Если бы на Кавказе было единство. Ну да, сегодня мне это как бы трудно верится, потому что вокруг нас столько провокаций, везде нас куда-то вмешивают, целовые. А в целом, мое личное мнение, я за идею единого Кавказа. Да. К примеру, сейчас до того, как закончить эфир, я расскажу. Начиналась война, 99 год. Наш президент обратился к нашим братьям, соседям, лидерам северокавказских республик, чтобы обратиться к России о недопущении войны на Северном Кавказе. И Масхадов, наш президент, он предупреждал лидеров северокавказских республик, что если начнется война на чеченской земле, то хотим мы этого или не хотим, российские спецслужбы начнут ее и на других территориях. То есть, как мы видели, война шла в Дагестане, война шла там в Ингушетии, в Осетии происходили вот эти события. Так что всех коснулось это. А если бы Кавказ был бы единым, то и войны не начинались бы. Вот такое мое мнение. Ну вот, вчера была уже дата, мы уже день как сидим. Была такая знаменательная дата, когда мы хорошо наказали российских военных генералов, вот, удивив весь мир, шокировав весь мир 26 ноября 1994 года. Ладно, сейчас дочитаю и пойдем уже. Исам Мусаев. Анзор, когда будет дисциплина в смысле дат очередных эфиров? Я сейчас без компьютера, в разъездах. Вот. Я уже много говорил. Да, остыло, кстати, Василий Долгтрев. Я просто не любитель пить воду или чай, кофе перед камерой. Вот. Ну, посмотрим, Иса. Просто работы полным-полно. Телефона как-то неудобно. Allah reis koysun. Maşallah siga. Leder mağallaş siga şamil.
связи ва лушху. Так, пусть Аллах помилует всех наших братьев и сестер, которые были убиты российским агрессором, которые отдали свои жизни в войне против российских оккупантов. Иншаллах, они будут в раю. Аллах азут поболтался масира. Я всех благодарю вас. До новых встреч, как говорится. Салам машалло масайга. Шеш долча. Вайдолштук иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.